Здравствуйте! Недавно в отделе природы Мордовского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина открылась новая диорама. Диорама называется «Летний лес». В диораме представлен природный биотоп, летний широколиственный заболоченный лес и некоторые из его обитателей. Такие биотопы характерны для пойменных лесов и встречаются у нас в Мордовии в западной части, в пойме реки Мокши и ее притоков, и в восточной части, в пойме реки Суры. Диорама дополнена аудиоинсталляцией. А теперь давайте познакомимся с экспонатами этой диорамы. Центральное место в диораме занимает таксидермическая скульптура сибирской косули. Сибирская косуля, она крупнее, чем европейская. Масса самцов достигает 50 кг, а самки 35 кг. Сибирская косуля более приспособлена к суровым условиям обитания, гораздо лучше выдерживает зимы. Сибирская косуля, она может передвигаться при глубине снега до полуметра, добывает корм, откапывая снег, и выдерживает сильные морозы. Это травоядное животное, может поедать грибы, ягоды, молодые побеги деревьев, кустарников. Сибирская косуля встречается у нас в лесах, в поймах рек, на лугах с высокой травой, а также на территориях сельхозугодий и практически во всех районах Мордовии. Около заболоченной низинки нашей диорамы расположен еще один экспонат. Довольно-таки крупная птица – это чучело черного аиста. Черный аист включен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Мордовии с категории 1 – исчезающий вид. В Мордовии это очень редкий вид, встречается только на пролете. Достоверные данные о гнездовании отсутствуют. Единственное место, где предположительно может гнездиться аист, это пойма реки Ват в Зубополянском районе, где он был отмечен в гнездовой период. Черный аист селится в глухих районах, в лесных, рядом с водоемами, с лесными озерами, реками, болотами. Очень скрытная птица. Численность черного аиста везде очень низкая, где он обитает, в России и даже в других странах. Причины сокращения численности черного аиста – это хозяйственная деятельность человека и браконьерство. Между экспонатами аистом и косулей на коряжке расположено небольшое млекопитающее, ведущее полуводный образ жизни – американская норка. Американская норка акклиматизированный у нас вид. Кампания по акклиматизации ее началась в 1933 году и продолжилась до 1971 года. Более крупная по размеру, более жизнеспособная, приспособленная к различным местам обитания, американская норка практически вытеснила европейскую норку. Рацион американской норки в основном состоит из рыбы, любит она речных раков, питается лягушками и мышевидными грызунами. Рядом с болотцем на берегу можно заметить небольшую шагающую птицу – чучело погоныша. Погоныш относится к отряду журавлеобразных семейства пастушковых. Он название получил свое из-за того, что издает звуки, похожие на свист кнута. Некоторые еще сравнивают эти звуки со звуками капания воды. Птица очень скрытная, обитает в прибрежной растительности, увидеть его очень трудно, вот так вот на открытом участке. Звуки он издает активно весной и в летний период, ночами. Погоныш у нас в Мордовии малочисленный, гнездящийся перелетный вид. На самом переднем плане диорамы среди травы можно увидеть еще одного лесного обитателя. Это обыкновенная гадюка. Обыкновенная гадюка – это ядовитая змея, которая, в общем-то, довольно-таки распространена в Мордовии. У нас встречаются две морфы. То есть есть гадюки, окрашенные в черный, полностью в черный цвет, а есть гадюки, которые пестрые, то есть темный рисунок на сером или коричневом фоне. Гадюки относятся к живородящим животным, то есть созревание яиц и вылупление потомства происходит в утробе матери. Яд гадюки используется в медицине, и препараты на основе яда гадюк снимают сильные воспалительные процессы в организме. В левом углу диорамы можно заметить таксидермическую скульптуру копающего землю барсука. Барсук для Мордовии редкий вид, включен
в Красную книгу Мордовии в категории 3. Ранее он в Мордовии был более обычен, но по причине хозяйственной деятельности и прямого преследования его человеком из-за целебного жира, который используется в народной медицине, численность барсука сократилась. Барсуки живут в лесах различного типа, в норах, которые они выкапывают по склонам холмов, лесных оврагах и балок. Большую часть времени барсуки проводят в норах, и только ночью они выходят кормиться. А на зиму барсуки залегают в спячку. Теперь перейдем к верхнему ярусу диорамы. В левом углу на ветках можно увидеть две светло-серые совы. Это чучела длиннохвостых неясытей. Название оно свое получило за длинный клинообразный хвост. Это довольно-таки крупная сова, по размерам в нашей местности уступающая лишь филину. Длиннохвостый неясыть – моногамный вид, образует долговременные пары, которые выбирают определенный участок леса, на котором и живут. Длиннохвостый неясыть – это сумеречный хищник, охотится ночью и на зорьках. У длиннохвостых неясытей прекрасное сумеречное зрение и отличный слух. Обитают в лесах различного типа, но предпочитают селиться на окраинах, рядом с полянами, гарями, болотами. И очень часто выбирают участки рядом с водоемами, то есть пойменные леса. В Мордовии длиннохвостый неясыть – это обычный оседлый гнездящийся вид. Вверху по центру диорамы мы видим еще одного летящего хищника – чучело черного коршуна. Черный коршун довольно-таки многочислен у нас в Мордовии. Средних размеров хищная птица. Размах его крыльев может составлять более 1,5 метра. Черный коршун имеет бурую окраску, с чуть более светлой головой и рыжими пятнами под крыльями. Издалека кажется темным, из-за этого и получил свое название. Также его отличает своеобразный голос, похожий на ржание жеребенка. Встречается черный коршун в поймах рек, по окраинам лесов и рядом с населенными пунктами. Черный коршун – это не специализированный собиратель, питается различной животной пищей, а также падалью и пищевыми отбросами. Черный коршун в Мордовии – обычный гнездящийся перелетный вид. Немного ниже коршуна на ветке мы видим небольшую темную поющую птицу – чучело черного дрозда. Из 5 видов дроздов, встречающихся у нас в Мордовии, у черного дрозда самая красивая и звучная песня, состоящая из различных флейтовых свистов. Наиболее активно дрозды поют утром, вечером, весной и в начале лета. Кормятся они, как правило, на земле. Основу питания составляют дождевые черви, насекомые и мелкие моллюски. В Мордовии черный дрозд – обычный гнездящийся перелетный вид. В верхнем углу диорамы мы можем видеть еще одного представителя орнитофауны Мордовии. Это чучело рябчика. Рябчики населяют леса различного типа, предпочитая смешанные и пойменные участки с буреломом. Живут оседло на одной территории поодиночке. Очень скрытная птица, и открытых мест избегает. Пары создают только весной, в брачный период. Рябчик ранее имел огромное значение как ценная промысловая птица. Ниже рябчика на ветке птица с раскрытыми крыльями. Это чучело сойки. Сойка – представитель врановых с нарядным оперением. Сойки издают очень громкие и резкие звуки, сообщая своим сородичам об опасности. Обычно это при приближении животного или человека. Из-за этого их называют лесными стражами или полицейскими. Сойка – лесная птица, оседлая, всеядная. В конце лета и начало осени любимая пища сойки – это желуди. Сойки делают на зиму запасы, делают тайники на земле, в расщельных деревьях, в старых пнях и в дуплах.
Иногда такие запасы довольно-таки приличные, могут составлять там 3-4 килограмма. Нередко желуди, забытые сойкой на земле, прорастают, и таким образом сойка участвует в распространении дуба. Также в диораме у нас можно увидеть два вида дятлов. Они находятся в разных сторонах диорамы. Это белоспинный дятел и зеленый дятел. Эти дятлы имеют различную биологию, хотя и обитают в одних и тех же местах. Белоспинный дятел встречается в смешанных лесах с большим количеством сухостойных деревьев, преимущественно в поймах рек. Питается насекомыми и их личинками, добывая их с поверхности стволов, из-под коры и из толщи древесины. А зеленый дятел, в отличие от белоспинного, встречается гораздо реже. Он включен в Красную книгу Мордовии с категории 3, редкий вид. Зеленый дятел никогда не долбит деревьев, а корм собирает на земле, и излюбленная пища зеленого дятла – это личинки муравьев. Ну и как раз рядом с зеленым дятлом можно увидеть муравейник. Рыжий лесной муравей наиболее распространен в наших лесах. Колония муравьев строит себе дома в виде конуснообразных куч. И такая куча может достигать высоту до 70 сантиметров. Лесной рыжий муравей вносит наибольший вклад в защиту лесов от вредителей насекомых. Специалистами подсчитано, что жители одного муравейника сохраняют гектар леса. Ну и в заключение приглашаю всех в наш музей ознакомиться с обновленной экспозицией отдела природы.